Среди иностранных студентов Хакасского госуниверситета теперь есть и представитель Республики Конго. Молодой человек хочет изучать информатику, но прежде ему предстоит освоить русский язык. Легко ли даются предметы, каковы первые впечатления? Узнали наши корреспонденты. Это твой словарь. Это твой словарь? Это твой словарь. Еще месяц назад Жидеон Андели совсем не говорил по-русски. Сегодня он знает отдельные слова и даже может прочитать несложное предложение. Оранжевый, маленький. Курица. Жидеон приехал из Конго. Сегодня в его расписании занятия только по русскому языку. Чтобы его освоить, у студента есть полгода. Потом экзамен и поступление в вуз на общих основаниях с остальными абитуриентами. Вообще он делает хорошие успехи, старается, мотивация у него отличная. Так что я думаю, что успех скоро придет к нему. Жидеона Андели привлекает информатика. Именно в этом направлении он намерен получить образование. Россию выбрал для обучения неспроста. Уверен, что русский язык поможет стать более востребованным на родине, в Конго. В нашей стране молодой человек раньше не был и снега никогда не видел. Это видео стало первым, которое он послал своим родным в Африку. Говори, семья в Конго, я смотрю снег. Снег. Папа и мама. Жидеону 22 года, в Абакане он живет в обычном студенческом общежитии. Говорит, что небольшой город в Хакасии выбрал специально. В мегаполисах много знакомых, и это отвлекает от учебы. О том, что сын поехал в Сибирь, родители не знают, но посетить Россию тоже хотят. Посмотреть на уникальную русскую культуру и, конечно, попробовать национальную кухню. Кстати, Жидеон еще не успел отведать пельменей. Мы решили это исправить. Вкусно? Вкусно? Нет, вкусно. Пельмени, по словам Жидеона, похожи на мясо в хлебе. В Африке это называется афуфу. Говорит, блюдо непривычное, но он обязательно попробует еще раз, чтобы до конца понять вкус. Кстати, переезд в Россию не заставил молодого человека отказаться от своего хобби. Юноша очень любит танцевать и продолжает этим заниматься. А после танцев вновь на учебу. Она отнимает много времени, но приближает к исполнению поставленной цели. Юлия Колесникова, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.